Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Наконец-то закончились президентские выборы. Вся эта кампания шумная, громкая, с нервами. У нас новый президент Бадра Гумба, с чем мы его поздравляем. У нас в гостях наш постоянный эксперт Астамур Таня. И мы делимся нашими впечатлениями и вообще будем размышлять, наверное, о перспективах этого отрезка президентства Бадры Гумбы и вообще нашей абхазской истории. Здравствуй, Астамур. Ну, кампания была действительно крайне нервозной. И слава богу, что вот в концовке мне казалось вообще вот что-то будет очень дикое и нехорошее, но слава богу, очередной раз проскочили. Проскочили, да, и восприятие было притирку. И восприятие уже на следующий день уже было достаточно спокойное. Тем не менее, есть несколько факторов, которые я хочу отметить. Первое из них, что впервые у нас 3 президента уходили досрочно в отставку. И тогда вот те силы, которые брали штурмом президентский дворец, они фактически были победителями. То есть новые выборы закрепляли лидера этой оппозиционной среды в качестве президента. Сейчас, 15 ноября, штурмом оппозиция взяла президентский дворец. Вроде бы вся власть морально перешла к ним. Аслан Бжаня ушел, но тем не менее, в общем-то, представитель его команды становится президентом. Что это означает? Означает, что этот метод перехода власти не популярен в обществе, или те технологии, которые мы вот сейчас увидели, современные выборные технологии, я не говорю, что это самое лучшее, что может быть, но они действительно делают определенный результат, влияют на результат. Они сделали это поражение оппозиции, ее представителя, неизбежным. Я хочу, чтобы ты как-то порассуждал на эту тему. Причин много, и объективные, и в основном субъективные тоже, почему так произошло. Но если говорить об итогах этих выборов, на мой взгляд, они оптимальны. Может, кому-то не понравится это. Но если смотреть с точки зрения интересов всего общества нашего в целом, с учетом контекста и российского, и международного, нынешний результат является оптимальным. Причем не только для победителей этой сложной кампании, но и не хочу называть проигравшими, потому что они добились значительных результатов. Теперь будущее, оно вариативно. Зависит от действий людей, как тех, кто у власти, так и тех, кто остался в оппозиции. Как будет развиваться картинка здесь. Почему оптимальный вариант? Во-первых, мы не можем не учитывать российский фактор. При другом варианте, я думаю, что у нас возник бы ряд сложностей. Мы должны все-таки учитывать, что я много раз говорил, что в Абхазии и у России разные ТТХ. И даже если, допустим, в России принимается решение корректировки курса, это гигантский танкер. Даже если повернуть руль, он еще по инерции будет идти старым курсом. А Абхазия – это как моторная лодка. Она быстрее гораздо реагирует. Поэтому в этом смысле у нас есть маневр, чтобы ни под киль танкера не попасть, и с другой стороны у него вплыть в кильваторе. Поэтому
я думаю, что столько было медийных усилий потрачено, что если был бы другой результат, могли бы быть негативные последствия для Абхазии. Это не потому, что... Я не думаю, что серьезные эксперты в России, те, которые сейчас принимают решения, они всерьез считают, что оппозиция представляет антироссийские силы. Я думаю, что с оппозицией будут работать. Вот. Потому что, несмотря на такую мощную поддержку, 40% результатов оппозиции, у которой были 42 несопоставимые, естественно, возможности, и материально-технические, и медийные, говорят о том, что общество не удовлетворено тем курсом, который проводила предыдущая власть. И мы видим мобилизацию активных слоев общества вокруг оппозиционной платформы раз, два вокруг платформы реформ. Вот хочется, чтобы эта мобилизация, она привела к реформам реальным. Не косметическим, и даже не ко вредным реформам. Это, может, мы отдельную передачу сделаем, потому что некоторые дискурсы по реформам в Абхазии у меня лично вызывают беспокойство. Потому что может получиться, как говорил мой любимый Виктор Степанович Черномырдин, что бы мы ни делали, получается КПСС. Вот. Сейчас что мы имеем? Посылы сделаны хорошие, на мой взгляд. И Бадры Гунба, и Адгура Мардзенба. То есть они продемонстрировали, что они готовы к конструктивному взаимодействию. Ты имеешь в виду их заявление о том, что там Бадр Гунба заявил, что он готов там как бы объединить, выступить неким объединителем. Ардзенбах сказал, что о том, что он принимает итоги выборов и готов тоже как бы конструктивно работать на благо государства. То есть ты как бы вот эти два я думаю, что эти сигналы в принципе верные. Главное сейчас, особенно власти, не увлечься вопросами перераспределения должностей и всяких прочих таких вещей. Потому что проблемы с легитимностью у власти сохраняются. Если они хотят показать свою дееспособность, какие-то шаги нужно делать быстро. Кстати, вот смотрите, Трамп как взялся за вожжи. Иногда перебарщивает, но это такая динамика, она должна быть. Общество должно видеть, что происходит какая-то смена внутриполитического и экономического курса. Это должно происходить. Ну, хочу вернуться к началу твоего вопроса. Почему тогда все эти перевороты абхазские, революция Меха, еще раз говорю, называть невозможно, они в итоге к чему приводили? Они приводили к победе бюрократического аппарата. Он, конечно, не прямо вот творение абхазских рук, он прямой наследник советского партийно-хозяйственного вот этого аппарата, и в лицах в том числе. Вот, у этого аппарата возникли проблемы после нашей Отечественной войны, но постепенно он стал забирать в свои... Это еще начало происходить в конце правления Владислава Григорьевича Ардзенба, когда представители вот этого старой номенклатуры, они постепенно стали забирать бразды правления в свои руки. Вот. Сейчас то, что мы имеем, это преемник этого аппарата. Он абсолютно политически стерилен. Ему все равно, кто президент. Вот мы же видим, что у нас президенты менялись, как правило, не очень мирным способом. А управленческий аппарат практически оставался тем же. То есть это уже своего рода такая каста сложилась. Конечно, можно сказать, что лучше всего в этом бюрократическом аппарате, можно сказать, его
главным инженером по эксплуатации является Александр Золотницкий Анклав. Но он спокойно без него тоже будет существовать. Поэтому, мне кажется, от него и проистекают главные проблемы. Потому что его никто не избирал. Подожди, от кого? Да. От аппарата? От аппарата. Нет, нет, не Александр. Александр Золотницкий пользуется. Это не отождествляется? Я думаю, что не вполне взаимосвязаны. Он умеет этим пользоваться, этим аппаратом. Вот. Этот аппарат никто не избирал, в отличие от президента и депутатов. Но реальная власть, из-за того, что у нас такая система власти, напоминающая такую абсолютную монархию, где функции двора выполняет администрация президента, реально она не несет ответственности ни за какие решения, а все решения принимаются с ее участием. Вот. У нас все реформы заглохнут, если мы не будем иметь в виду, что наша задача – это осуществить дебюрократизацию государственного аппарата, повысить его прозрачность и подотчетность парламенту, а через парламент – обществу. Вот эту надо задачу решить. У него должен измениться функционал. Это даже Николай I говорил в разговоре с маркизом де Кюстин, он описывал это в своей книге. Он сказал: вы думаете, что настоящим правителем России являюсь я? Нет. Настоящий правитель России – это столоначальник, сказал Николай I. То есть это чиновник средней руки. Вот. Эту задачу надо решить. Иначе все потухнет. Если мы реформы будем проводить косметические, которые не затронут вот эту вот политическую надстройку, у нас не двинутся никакие процессы ни в экономике, нигде. Вот. Поэтому это надо иметь в виду. Неважно будет, кто у нас президент, все будет то же самое. И лидеры оппозиции, и новый президент это должны понимать. Понятно, что у нас всегда новый президент, всегда появляются какие-то надежды, а потом вот как бы история вновь начинает до неприличия повторяться. В общем-то, выясняется, что президент – это, в общем-то, не президент всей Абхазии, а президент только для своих сторонников. И потом с каждым днем, с каждым годом, то есть уже на второй, на третий год, то есть это вот такое ощущение, что ты в своей крепости, то есть окружен своими сторонниками, а все остальные как бы за этой стеной происходят. То есть это вот такое вот дежавю, которое мы из раза в раз с нами повторяется. Кстати, даже хуже ситуация. Избранный президент у нас становится не президентом своих сторонников, а президентом своего окружения. А не той части общества, которая за него голосовала. Она также остается за забором прекрасно, как и те, кто против этого президента. В общем-то, тенденция понятна, да, то есть он не пользуется вот всем тем мандатом, который он официально владеет. И я помню вот эту ситуацию 2019 года, когда возник спор вокруг этих процентов когда баллотировались Рауль Хаджимба и Алхаз Квитиния, и тогда вот этот спор, да, там набрал ли Рауль Хаджим по 50% плюс 1, и то есть, и вот этот кризис, когда затянулся, я помню, ходил тогда, я написал какой-то свой взгляд на это, как разрешить эту проблему в Чегемской правде, потом мне звонили, это уже можно сейчас, наверное, говорить, да, там и Батал Тапаго, и одноклассник мой Беслан Эшбо, им как бы эта идея понравилась. То есть идея заключалась в том, что, лидера оппозиции тогдашний назначить премьером и выработать какую-то дорожную карту, утвердить по реформам, утвердить ее через парламент и так далее, уже сообща вместе условные эти хаджимбисты, я не знаю, анквабисты и так далее, они бы уже отвечали бы за этот результат. И вместе сообща уже делали бы. Если не получилось бы, то уже, наверное, возникли бы какие-то другие силы, которые занялись бы этим делом. И я тогда помню, ходил
в администрацию Хаджимба. С Хаджимбой не встречался, ну, там были его заместители, и эта идея не понравилась. И через 2-3 месяца президент Хаджимба ушел в досрочную отставку, если вот... Ну, тогда, если ты помнишь, как бы это параллельно мы тоже занимались. Мы написали там-то... Ну, вот это... Да, это тогда витало. Да. И шанс не Не использовал. знаю, насколько это сейчас витает. Нет. Если бы, допустим, не столько важно, мне кажется, о правительстве или о местах, должностях договориться, сколько договориться о принципах проведения преобразования Абхазии. Но исходя вот, тогда речь шла не о том, чтобы должностя поделить, а речь шла о том, чтобы вот эту дорожную карту, если все говорят о каких-то реформах, да, то есть и все как бы констатируют, что страна в кризисе и необходимо выработать эту дорожную карту, но как бы работать над ее исполнением будут как бы сообща. Две вот эти политические силы. Сейчас, в общем-то, ситуация опять у нас такая, как бы, да, там, у нас цифры не всегда говорят все. То есть, я думаю, 55% они тоже, как бы, там, внутренний анализ тоже по этим цифрам делается, наверное. Я считаю, что результаты эти, они нуждаются в очень хорошем социологическом исследовании. И осмыслении. Потому что они не арифметические. Надо смотреть, какие слои общества, как реагировали на эти выборы, кого они поддерживали. Вот. Важна позиция активных молодых слоев общества. У нас сейчас на наших глазах, наконец, происходит смена поколений во власти. Вот. Она безболезненно тоже не пройдет. Потому что в активной политике, с той и с другой стороны, люди совершенно уже другого темперамента. И люди другого бэкграунда, другой, даже сказать, несколько иной политической культуры. То есть у нас будут обязательно, если мы опять искусственно будем сдерживать эти процессы, у нас обязательно произойдет эффект закупоренного котла, и это выльется, ну сколько, нам уже много раз везло, конечно, не без потерь, сейчас тоже... Мы знаем, были эксцессы, известны, слава богу, никто не погиб. Вот. Но мы должны это учитывать, что мы всегда ходим по лезвию. Вот. Сейчас очень важно, чтобы эти молодые люди, которые представляют реальную абхазскую политику и во власти, и в оппозиции, во-первых, чтобы они занимались публичной политикой, чтобы у общества, наше общество, оно чем-то напоминает античный полис. Наши люди хотят слышать, какие идеи, что хотят сделать. Ну, потому что у нас же власть не сакральна. Видим, от каких действий, от каких, казалось бы, незначительных единиц зависит, численно имею в виду, зависит, куда это все двинется. Вот. Здесь очень трудно оперировать, но это необходимость. Это необходимость. Старыми методами не получится. Мы получим опять тот же эффект. Закупоренный котел, где президент изолированный от общества, и этим пользуется его ближайшее окружение. Но это все равно приведет к взрыву. Да, то есть мы таким образом можем выйти из этой ситуации. Вот. Ну, естественно, контекст тоже. Мне кажется, контекст тоже приобретает какие-то новые свойства. Во-первых, у нас куратор сменился, куратор Абхазии. И какие-то позитивные импульсы от этого уже пошли. По многим направлениям. Это не только связано с какими-то шагами в ходе избирательной кампании, которые способствовали там стабилизации ситуации, чтобы она в рамках была. Но и какие-то другие признаки вот наблюдаются. Пока вот я не хочу об этом говорить, потому что непонятно, это случайность или это какие-то целенаправленные шаги, которые будут способствовать решению застарелых проблем.
Вот, например, недавно вот церковные, какие-то на церковном направлении наметились какие-то изменения, казалось бы, неожиданные. Вот. И на других тоже направлениях, в том числе неформальных. Мы знаем, какие-то происходят изменения, где конфликтные ситуации снимаются вот, внутри Абхазии. Вот. Не на формальном, что называется, в области неформальной абхазской политики. Да. Ну, вот, ты понимаешь, о чем речь идет. Да. То есть, мне кажется, есть надежда, что будут все-таки работать не по каким-то шаблонам или лекалам, а взаимодействовать с Абхазией, исходя из того, что это общество со своими интересами, и их надо учитывать. Вот о чем ты, когда говоришь о каких-то застарелых конфликтных историях, которые так или иначе сглаживаются, или идут попытки их сгладить. Но сейчас у нас возникли новые, вот такие, они, в принципе, искусственно созданные, да, конфликты. Это вот при прежнем президенте Бжане они возникли. Якобы вот оппозиция рисовалась в качестве некой такой антироссийской силы там, в процессе выборов, тезис о протурецкости, о том, что там, я не знаю, Адгура Ардзенба и все его сотоварищи это ставленники Анкары и так далее. То есть вот это очень активно раскручивалась эта тема. Многие, конечно, там и велись общество, да, там кто-то велся на это, кто-то не велся, но тем не менее в российских медиах эта тема тоже активно раскручивалась, да, там военкоры, которые там сейчас на Донбассе активно миллионники. Обрати внимание, тоже тебя перебью. После того, как два кандидата встретились и подписали соглашение, как будто кто-то хлопнул так в ладоши. И это, в основном, на 90% этот дискурс, его накал снизился. Его снизился, но речь ведь не только о словах, которые там в выборную кампанию, да, там произносились. Речь о некой тенденции, когда там абхазских известных там людей там лишают гражданства, там запрещают въезд в Россию, да, и так далее. Ну, вот такого рода какие-то санкции, которые, мне кажется, абсолютно контрпродуктивны в ретроспективе, если смотреть. И в любом случае вот это наследство Бадра Гумба он получил, да, то есть здесь... Кстати, было бы хорошо, если бы он занялся решением этих проблем. Да. Потому что в нашем обществе понимают, что никакого отношения к антироссийской деятельности ни те, кто были лишены гражданства, и те, кто, там, не знаю, каким-то санкциям, выдворению подвергались, они никогда не были замечены. Этот вопрос, которым нужно заняться. Я не думаю, что там какие-то произошли необратимые вещи. Вот. Понятно, что был запал, были какие-то ошибочные шаги. Я надеюсь, еще раз говорю, что вот эта инерция негативная, которая закладывалась в том числе с помощью предыдущей власти, вот, что надо в Абхазию разделить на какие-то там пророссийские, антироссийские, и мужественно с этим бороться, получая какие-то внешние преференции. Вот. Я думаю, что это все поняли, что это ошибочно. Надеюсь. Вот. И сигналом к этому будет то, что если наша власть займется решением этих проблем. С другой стороны, это в качестве пожелания, да, понятно, что там официально никто не признавал, что это их информационные анонимные каналы, но всякого рода там телеграм-каналы, которые там уже несколько лет льют, в общем-то, грязь
на Абхазию, ее граждан, создают некие конфликтные ситуации, раздоры там по, создание вот этих фейков антироссийских настроений, там про турецкость и так далее. Там явно было видно, что определенный контакт, так скажем, между администрацией абхазского президента и вот этими телеграм-каналами существует. Да, как бы не отрицались, но как бы, поверьте мне, человеку, который 30 лет в журналистике, очень все даже заметно, да. И хотелось бы все-таки, чтобы вот это направление, как бы, оно было нивелировано или прекратило свое существование. Маленькое общество, да, и сеять вот через такого рода инструментарий или пытаться управлять через такой инструментарий там, своими гражданами, регулировать некую внутриполитическую ситуацию, это может иметь обратный эффект. Кстати, мне кажется, было бы заблуждением считать, что этот результат на выборах – это следствие такой что это так благоприятно, вот этот вот фон насчет там, ориентации на Россию или против России, что он помогал Бадри Гонба. Мне кажется, он нанес серьезный ущерб его кампании. Вот. И как в ходе самой кампании, так он создал ему проблемы на будущее. Я думаю, что это понимание этого есть. Этим надо будет заниматься. Если мы хотим опять не свалиться в свою старую колею. Ну, то есть, понятно, что сейчас, если там в выборную кампанию через день к тебе приезжали российские министры там с какими-то хорошими преференциями, сейчас уже такой ситуации не будет, и надо будет работать. Еще надо думать, что делать. Мы упускаем из виду совершенно такое, он о себе заявил. В Абхазии нужно проводить и национальную политику тоже. Чтобы сгладить вот все проблемы, которые у нас возникли сейчас в пропагандистской сфере, и не только в пропагандистской сфере, вот эти трещины, которые возникли, допустим, в отношениях между абхазами, абхазской частью нашего народа и армянской частью нашего народа, их надо сгладить. Мы вообще должны думать, если мы будем идти по этому пути, это серьезный регресс, откат назад, к феодализации. Если мы говорим о модернизации в Абхазии, мы должны, это и не только технологическая модернизация, это и политическая модернизация. Мы должны сделать шаг к гражданской нации. Если, допустим, у нас часть по этническому признаку часть нашего общества не ощущает своей сопричастности к тому, что происходит в стране, это прежде всего вина абхазских политических элит. Потому что Абхазией управляют абхазские политические элиты, прежде всего. Не надо с больной головы валить на здоровую. И армянская часть общества тоже она должна осознать, что она причастна к этому процессу. Потому что сегодня одни потащили в одну сторону, завтра потащат другие. А потом абхазы друг с другом прекрасно находят общий язык. В итоге остается этот негативный фон. Вот сейчас, мне кажется, одна из первоочередных задач у обоих сторон использовать и медийный ресурс, и политический, и когда говорим о реформах, мы многие вещи должны учитывать. Вот, это очень тонкая субстанция, этим надо немедленно заниматься, чтобы мы могли дальше двигаться. Ну, у нас, видишь, как получается, у нас наши правители, они обычно работают на электоральную среду, потому что так удобнее, то есть на эту электоральную среду можно работать в процессе маленького отрезка выборного. Да. А вот процесс гражданской нации, то есть вопрос проблема гражданской нации, она требует работы в ежедневном формате, то есть это не от выборов к выбору, не только в выборный период, это вообще вот как бы каждый день практически. Мы, к сожалению,
вот этого не создали. И вот мы сейчас увидели, что вне зависимости от того, там, кто как голосовал или там, кто чьим как бы сторонником является, но все-таки некая угроза того, что когда-нибудь электоральная масса не будет соответствовать тем чаяниям, которые были в свое время, там, благодаря чему было создано абхазское государство, оно может и не совпадать. То есть. Ну вот, видишь, сегодня у нас 4 марта, день 15-й годовщины смерти Владислава Григорьевича. А 4 марта у нас вообще день такой, день... И день советизации, и Сергей Васильевич Багапш родился. Да, то есть это мы всегда воспринимаем этот день, как когда деревья были большими, как говорится. Такой довольно смешной эпизод несколько дней назад. Я шел по улице, остановил меня мой знакомый. И возмущенно стал говорить: вот почему вот эти проблемы, которые вот сейчас у нас вылезают, не были решены при Владиславе Арзамбе. Ну, это какой-то странный взгляд на государственное строительство, потому что это же строить государство, это же не построить раз и навсегда гробницу фараона. И чтобы один раз построил и не вносить никаких изменений. Вот. Тогда были созданы базовые вещи. Они, естественно, могут трансформироваться, приноравливаться к новым условиям. Вот сейчас не хочу неправильно быть понятым. Арзамба, наши погибшие герои, они уже находятся в сфере абхазской идеологии, даже, можно сказать, национальной мифологии. Вот, то есть они уже в силу этого обстоятельства, что их нет с нами, вот, они вне актуальной политики находятся. В актуальной политике находятся живые люди. Вот. Но они не должны терять связь с тем духом, благодаря которому возникла, с тем духом национально-освободительной борьбы, который олицетворяет как раз Владислав Григорьевич Арзамба, что им наполняется и вообще творческие усилия, которые здесь мы предпринимаем. То есть это, ну, чуть-чуть я в сторону ухожу, это тоже очень важно. Там я видел в интернете, кто-то выложил письмо на могиле Владислава Григорьевича, там, прости нас, Владислав. Ну, по-человечески это понятно, но отдает истерикой. Вот. Никакой катастрофы в Абхазии не произошло ни для тех, ни для других. Есть поле политическое, экономическое, на котором можно работать для того, чтобы это государство становилось сильнее, общество сплоченнее, управленческий аппарат эффективнее. Ну, эту работу нужно всегда проводить. Римская империя прекрасно была государством, самым развитым в культурном отношении, но оно его и не существует в настоящее время. То есть это, точку в абхазской государственности рано ставить, и даже запятую. Вот надо заниматься тем, что есть. Не надо посыпать голову пеплом или радоваться противоположности там чего-то. У нас у всех общие проблемы. Вот. Нужно спокойнее и что рациональнее, и, что называется, обыденнее относиться к этому делу. Вот. Без лишней истерики. Вот. А здесь есть все-таки основания для оптимизма уверенного, они, конечно, существуют. Вот посмотрим, как эти наверху, на верхних слоях нашей политической атмосферы люди, которые находятся, как они этим воспользуются. У меня, конечно, есть надежда, да, и у всех как бы теплится надежда, что мы вот эти 5 лет, в общем-то, бездарно не проведем, то есть, как бы говоря об одном и том же, да, то есть о тех реформах, которые напрашиваются и которые никак с места не сдвинутся. Я, кстати, предлагаю одну из передач сделать, вот более конкретно поговорить
об этом дискурсе по реформам, который у нас звучит, мы должны все-таки это проанализировать. Без проблем. Но, то есть, вот эти 5 лет, они как-то быстро могут пройти, хотя там могут быть и раньше, там, ну, как бы абхазская история так говорит, да, то есть, абхазского президента народ избирает, потом он как-то сам уходит, да, не по своей воле. Но и потом у нас опять выборы, да, и мы понимаем, что эти выборы, мы сейчас увидели, насколько они драматичные, там была стрельба, были ранения и так далее, но на этом вот как бы все-таки вовремя остановились, да, и хотя ситуация могла развернуться в более драматичном таком русле, и ты понимаешь, что я вот наблюдал, да, приезжаешь там, пока это весь процесс идет, и крайне политизированное абхазское общество, приезжаешь там на свадьбы, на похороны, на какие-то... Ну, Инал, это же неплохо, это следствие обеспокоенности людей, их неудовлетворенности происходящими в Абхазии процессами. Швейцарское общество не очень политизировано, потому что у них как часы в этой же стране сделаны, так это все работает. Но все-таки, когда слишком чрезмерное такое внимание к политике, и это внимание иногда становится крайне эмоциональным, иногда даже очень агрессивным, оно становится опасным внутри самого абхазского общества. И я вообще так продумаю, вот, что могло бы как бы более-менее какая-то другая система там выборная, может, да, понятно, если у нас реформы произошли бы, там как бы произошло бы перераспределение полномочий между президентом и законодательным органом, парламентом, это напряжение бы уменьшилось. Да, это напряжение уменьшилось бы, и отношение к президентской должности как таковой, потому что это уже будет не как бы кресло царя и бога на абхазских просторах. Но, тем не менее, как бы, если этого не произойдет, нам все-таки нужно думать о том, не только об этом, думать о том, что нам как-то нужно какие-то изменения ввести в выборное законодательство. Мы видим, что очень много в этих выборах играли пиар-технологии, которые далеки от реальности, и создавать какие-то иллюзии и на основе их выбирать президента – это очень опасная вещь. И нам кажется, тоже нужно над этими механизмами поработать, посмотреть. Видно было, что ЦИК очень фактически умыл руки везде. Да, он как бы никуда не вмешивался, но мне кажется, если бы изначально во все... У ЦИКа нашего, к сожалению, нет спецподразделений. Да, но нет спецподразделений, но мы, начиная от регистрации, мы уже как бы сквозь пальцы смотрим на эти законодательства, на эти правила, которые мы же сами же написали. Мне кажется, вот здесь нам надо быть более ответственным, кажется. Потому что когда ты пропускаешь маленькую мелочь, потом ты начинаешь как бы не замечать более крупную, а потом уже как бы даже если ты хочешь что-то остановить, уже ты просто не в состоянии этого сделать. То есть нам надо провести огромную работу над ошибками и вообще продумать, ну, действительно у нас люди говорят, слава Богу, закончились выборы, то есть это вот как бы то, что нужно пережить абхазскому обществу. И вот этот саму историю, добрую историю, когда у гражданина есть выбор, мы подменили вот этим, слава Богу, что закончилось. То есть это, мне кажется, это должно быть какое-то соответствие тем первоначальным ожиданиям, которые у нас возникали от этого процесса, и вот привести вот это в соответствие. Не сбрасывай со счетов, что мы люди темпераментные тоже. Понятно. Но вот и надо вот как-то все это учитывать, наверное, и провести, опять же, работу над ошибками. Я не знаю, да, это должно быть, опять же,
на уровне экспертов, на уровне общественности и так далее. То есть это не деля там, это власть, оппозиция и так далее. Подумать, потому что это касается нашего маленького народа, нашей маленькой страны, да, и нам нельзя впадать в какие-то определенные крайности, которые могут быть чреваты для государства. Я бы хотел бы все-таки на этом как бы завершать нашу передачу. Я с тобой совершенно согласен. Насчет завершения? Хочу добавить, единственное, что хочу пожелать обоим командам не почивать на лаврах, не впадать в депрессию. У нас очень много задач, которые им предстоит решать. Не должно быть информационного вакуума от их работы. Они должны быстро реагировать, продвигать свои идеи, программы, перейти, наконец, на серьезные основы, партийные основы осуществления политического действия. Потому что от случая к случаю политикой заниматься нельзя. Это не хобби. Вот. Только так можно сформировать профессиональный политический класс. Вот. И всем нашим гражданам всяческих благ и добра хочу пожелать. Я буду прощаться с вами. Надеюсь, все у нас будет хорошо. И то, что мы переходим к новому этапу нашей истории, этот этап будет весьма продуктивным. И мы будем развиваться, мы будем укреплять нашу государственность, мы будем поднимать уровень благосостояния наших граждан, защиты их прав и возможностей. До свидания. До новых встреч.